Инициатором сегодняшней встречи членов Общественной палаты с ветеранами войны и лидерами общественных организаций был соучредитель общественного движения «Ахятса» Ахраб Жания. Все эти встречи проходят за закрытыми дверьми и без журналистов. Прокомментировать обсуждение в Общественной палате с ветеранами и лидерами общественных организаций «Эхо Кавказа» согласились два участника – председатель Комитета по защите суверенитета Ливан Микаа и представитель Союза ветеранов и молодежи Апсны Лаша Зугба. Ливан Микаа рассказал о том, какие вопросы обсуждались в Общественной палате. Мы излагали свою позицию, в основном по двум вопросам. Это по поводу массового задержания наших граждан на границе. И по времени больше этому уделили внимание. Это закон, поступивший в парламент, об иноагентах. Мы, представители общественно-политических организаций, высказывали свою точку зрения. Большую часть говорили мы. В конце несколько членов Общественной палаты тоже свое отношение к этому закону тоже высказали. Но в основном мы представляли свою позицию. В чем смысл был? Выслушать разные стороны. Вот сейчас нас выслушали, теперь будут выслушивать во вторник и нас, и нашу дискуссию, я так понял, с представителями власти. Он пояснил суть позиции комитета и своего отношения к закону об иноагентах, который считает неприемлемым. Мы категорически не согласны с этим законом об иноагентах. Мы даже не стали его постатейно рассматривать. Было сказано о том, что этот закон противоречит основным постулатам нашей Конституции. Сказали о том, что мы даже в принципе не можем рассматривать этот закон, который делит наш народ на иноагентов и на других граждан, лишает гражданских прав людей, наших граждан, и это вообще дискриминация наших граждан. Считаем это политической борьбой против инакомыслия. И этот закон и задержание – это в одной череде политической борьбы нашей власти против оппозиции, против гражданского общества. Лаша Зугба проинформировал о том, в какой атмосфере проходила встреча и какие вопросы интересовали членов Общественной палаты. Когда мы только пришли в Общественную палату, возникла некая какая-то шумиха, которая привела к тому, что даже кто-то там покинул это заседание. Но с момента начала работы заседание происходило в очень хорошей, конструктивной, теплой обстановке. И ушел я из стен Общественной палаты в очень приподнятом, хорошем расположении духа. Высказался сам, услышал коллегу, услышал вопросы представителей Общественной палаты. Какие вопросы задавали представители Общественной палаты, что их интересовало? Их интересовало мое отношение и видение к закону об иноагентах, как я это вижу, как я на это смотрю. И также их интересовало касательно задержания, как это происходило, при каких обстоятельствах, какие вопросы задавали, на какую повестку делались акценты у тех, кто задавал вопросы, на внутреннюю повестку Абхазии или с чем связано, может, с какой-то деятельностью как гражданина Российской Федерации внутри России. В общем-то, вот такого плана вопросы задавались и обсуждались на встрече. Он также считает, что закон об иноагентах абсолютно не отражает абхазскую повестку, и в нем нет необходимости. Касательно закона об иноагентах, свое отношение я говорю, что я считаю, что этот закон абсолютно не отражает нашу абхазскую повестку, он совершенно нам не нужен, у нас нет такой проблемы. Такой закон не то что принимать, а даже рассматривать. А касательно задержания наших граждан на границе, конечно, у меня вызывает серьезную обеспокоенность. Сейчас у нас происходили промежуточные слушания. Вчера такие же слушания Общественная палата проводила представителями интеллигенции, сегодня с нами, с общественниками. А во вторник будет итоговое заседание, на которое будет приглашена пресса, и будет пресс-релиз самой Общественной палаты со своим видением, с учетом всех наших мнений и комментариев, которые были нами высказаны.